В этом году, в 9 мая, мы входим в непогоду, на улице страшнейший холод, ветер, вьюга. Но несмотря на это, портреты героев, которые ковали победу в страшные 40-е, пронесут по улицам столицы Коми. Здесь собрались десятки автомобилей, обклеенными портретами тех, кто в 45-м принес нам нашу победу. Масштабное шествие бессмертного полка в этом году было решено отменить в целях безопасности. Но акция приобрела все больше новых форматов. Один из них – автопробег. К нему присоединились представители общественных организаций, ветераны боевых действий, активные горожане и даже герой России – сыктывкарец Станислав Кочев. Мы чтим наших героев, чтим наших ветеранов. И, несмотря ни на что, большое количество желающих присоединились сегодня к нашему пробегу. Председатель Общественной палаты Республики Коми Григорий Хатанзейский вышел на автопробег с портретом родного дяди Хатанзейского Николая Николаевича. В 1940 году он ушел в армию, затем началась война. И в декабре 1942-го он пропал без вести. До последнего времени мы не знали, где он был похоронен. И сейчас уже после того, как были рассекречены ряд документов архива Министерства обороны, мы узнали, что он был передислоцирован и отправлен для дальнейшей службы в Мурманскую область в составе оленетранспортных батальонов. Ну и, выполняя свой служебный долг, он был снайпером. К сожалению, погиб на поле боя. Колонна бессмертного полка прошла по центральным улицам Сыктывкара. Стартовала в Орбите, проехала по Октябрьскому проспекту, улице Коммунистической и завершила автопробег возле центрального стадиона. Дарья Вологжанина, Артем Соколов, телеканал Юрган.